Всем привет! Сегодня снова у нас видео будет поход за чагой. Но сегодня решил поехать на своей Лада Гранте по таежной дороге, где возят у нас лес. В основном дрова в наше село возят по этой дороге. Что у нас ожидает, я пока не могу сказать. Решил так на Гранте поехать, потому что намного теплее, быстрее, экономичнее. Где-то примерно 5 километров так поеду, и там уже встанем на лыжи и будем уже ходить на лыжах, искать где-то хотя бы полдня. Сегодня будет такая разведка в ту сторону, куда я еду. Первый раз вот сейчас. Я обычно не совсем в другую сторону езжу. Ну, сегодня вот так решил. Посмотрим, что из этого получится. Так что вам приятного просмотра. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь. Также переходите по ссылке внизу описания в мой телеграм-канал. Посмотрим, что будет, ребят. Давайте. Да, и еще есть такие комментарии, просто которым надоели уже эти походы с чагой. Ну, если не нравится, не смотрите. Никого не заставляю. А кто смотрит, еще раз вам большое спасибо. Все, едем. Едем за чагой. Лес такой здесь тоже. Сосны. Поедем до реки. Там уже у реки больше берез. Но это ничего не значит, там берез много или нет, там, смотря какое место, может и вообще чаги нет. Все это я буду вам показывать. И эта дорога идет до Усть-Кулома. Можно сейчас, это зимник, зимой дорога тут есть. Можно до Усть-Кулома доехать, без проблем. Ну вот, все. Дальше не поеду. Там лесовоз стоит. Здесь уже трасса конкретная, основная. До Помоздина. Лес вывозят. А я сейчас стану на лыжи и, наверное, вон туда пойду. Вон туда. Схожу в той стороне, посмотрю. Если не будет ничего, зайдем в эту сторону. Несмотря на то, что здесь сосновый лес, там идет река. Вдоль реки буду ходить. Ну и также познакомимся с новыми местами. Посмотрим, что там нас ожидает. Так. Топор еще надо взять. Это сменное взял. Тут лыжи. Лыжи, палка, выручалка, который помогает мне ходить. Вот так. Ветер сегодня очень холодный, прям жгет. Что-то ветрено сегодня. На этой машине этой пикалки нету у меня. На колени был, здесь нету. Ух ты, ветер-то какой. Ё-моё. Прошел первые метров 300, наверное. Вот следы. Короче, слева находится река. Вот. И здесь такой вот заросший под садом луга. Что-то пока ни хрена. Там справа, если посмотреть, сосновый лес, слева луг, река. Тут даже и толковых берез я пока не наблюдаю. Есть они, пока пустой. Ладно, сейчас идем дальше. Будем вот такой спуск тут.
даже не очень хороший, потому что он очень высокий. Может, там какой-то ручей идет. Надо проверить. Посмотрим. Вот такой. Ну, более-менее хоть деревья ельник. Там надо посмотреть, корона она отошла. Так, ладно, надо как-то спуститься тут мне. На глаза попалась чага, вон. Где-то от земли, наверное, 5 метров, не ниже. На этой березе. Ну не так. А, даже две штуки там. Но высоко. Высоко они. Так, ладно, как-то боком, наверное, придется спуститься. Реально как-то не хочется тут лыжи ломать мне. Вон она, вот отсюда. Ну, на экшен не увидите. Такс. Такс, ну что тут? Вижу, есть березняк. Это уже хоть немножко радует. Уже вспотел. Не знаю как. Очень жестко. Такс. Посмотрим тут. Что-то есть или нету. Так. Ну вот, ребят. Хоть такой лес, если будет, и то приятнее ходить. В таком лесе. И где-то рано или поздно увидим, что ищем. Такой ельник с березой хороший. Ну, наверное, где-то все-таки ручеек тут небольшой. Да, хорошее место. Ладно, пока иду так. Знакомлюсь, может где-то изба еще будет. Кто его знает. Да, место шикарное, шикарное. Смотрите, я уже полшага вперед так пошел. Туда смотрю. И налево посмотрел, ребят. Вон. Первая чага. Вот и отлично. Начало есть. Будем забирать. Вот эти сухие ветки придется срубить. Все мешает. Ну и чага тоже не так низко. Вышла она, блин. Высоковато, конечно. Еле-еле достаю. Ну вот. Сладкие. Вставляем. Вот такая небольшая, ребят. Чистить надо. Обледенело все. Первый есть. Начнем с малого. Может, еще повезет. Вот такое начало. Так, ребят, ну что. Сзади меня, вон, смотрите. Берег очень-очень крутой, прям. Офигеть. Прям под... Вот где он вот такой. С высотой дерева этого. А слева я думал, тут озеро. Небольшая, да нет, это река. Потому что там следы рыбака, кто-то пешком на рыбалку ходил. Здесь вот такое место прошел, такую поляну. Ну, с березами и еще ничего не нашел. Там дальше вот такие заросли. Подсад очень много. Но на повороте вижу, там хорошие деревья растут. А обратно, наверное, если получится, вон там, по этой горе, там где-то пойду. К реке уже спускаться не стану. Да, я думаю, какая-то вот волок
зимних дорога какая-то должна там пройти. Потому что возле реки здесь луга. И на эти луга дороги идут, я так думаю, чтобы сено вывозить. Могу ошибаться, но могу и не ошибаться. Посмотрим. Просто я здесь, где вот прохожу, ну нафиг. Обратно лучше, конечно же, пройти другими путями. А сейчас я ныряю вот сюда. Иду там низом. Реально, блин, вот я охочусь на второй избе, скажем. Такой горы там нету вообще. Именно у реки я и особо не видел, чтобы вот такой подъем крутой. А здесь по всей реке идет такая гора. И тут такие вот водоемы не замерзшие. Вот, думаю, где-то ключ выходит. Вот, из-под земли. А я нашел чагу. Вот она. Долгожданчик, блин. Реально. Ходить приходится немало. Вот, здесь бересту тоже сняли. Может и по пути собирать чагу. Ну, небольшая. Дерево живое. Я всегда сейчас смотрю и беру только из живых деревьев чагу. Ну, забираем. Потихоньку, хоть и немножко, но лучше, чем пустые, блин. То домой приедешь, пустой тоже не вариант. Такие вот. Ну, совсем малый участок, корень у этой чаги. Отбивать легко. Бывает очень тяжело отбивать. Вот. Второй маленький совсем. Тут совсем маленький. Ай, даже отбивать нечего тут. Совсем малюсенький. Вот так вот. А здесь смотрите, как повалило деревья. Не доповалило даже. Все отогнутые стоят, оно ветром. Или же почва неровная, может рыхлая почва там. Вода выходит и ветром потом мягкая, земля мягкая, а ветром потом придавило от деревья. Да, везде по-своему интересные места, красивые и удивительные. И здесь то же самое. Я у реки. Вот так выглядит он. Один рыбак только ходил, рыбачил тут. К весне подтянутся рыбаки, и просто очень много их будет тут. Я вообще расстроился этим берегом. Все, крутой берег идет. Вот сейчас думаю, может на другой берег перейти через речку и уже там может возвращаться в сторону дороги. Нормального берега тут нету. Там выше поднимешься сосны. Здесь вообще участка нету, блядь, сразу берег и река. Вот такие дела, ребят. Хотел той стороной идти. В планах было. Там Нива стояла, может охотник где-то охотится, там не буду, думаю, мешать уже. Все-таки обратно, может, и там пойду. Может, Нива там капканы проверяет или что-то. Так, ладно, идем дальше. Прошел я этот гнилой участок, ребят, хорошие новости. Хорошие новости, это, смотрите, спуск. Это дорога. Наверное, на какой-то луг идет или к избушке куда-то. И здесь вот такой вот участок хороший тоже. Очень надеюсь, что здесь что-то я найду. Но самое главное, это дорога. Если что, я на эту дорогу выйду уже точно.
пойду по этой дороге. И не надо мне вдоль реки там распутывать свои следы. Все, идем дальше. Здесь вроде как, не знаю, насколько большой участок, но вроде дальше там чага, ребята, чага. Я нашел чагу. Чага. Да. Не крупные, но они есть. Вот, забираем. Вот и отлично. Вон там малюсенький. Здесь кап большой. И тоже вот чага. Но она здесь уже давным-давно собирали. И эта чага, как всегда, разрядился аккумулятор. Но первый аккумулятор, значит, за сегодня. Первый. Так. Отлично. Здесь хоть немножко. Полкило где-то, наверное, будет. Вроде здесь собирали, наверное, все так и раньше. Да, блин. Ух ты, этот-то какой хороший. Коричневый такой. Хороший, она не отбить. Опа. Два там рядом лежат. Здесь куски. Да, явно тут собирали. Они тут собирали. Ну и в этой стороне еще один. Вот таких размеров так и нашел. Короче, не густо. Ну, вдоль дороги, наверное, раньше собирали здесь. 300, все такие малюсенькие. Ну вот, вроде маленькие, но все равно они вес прибавляют. Как такой тут еще большой. Где хороший лес, там есть надежда какая-то. Без съемки нашел еще одну. Не стал уже включаться. Такой небольшой. А тут оно, ребята, счастье. Счастье привалило. Вот, как локоть. Не можешь достать, кусать локоть. Так же и этот. Вот такие дела. Вот этот-то достану. Этот хороший. Такой вот. А вон тот прям жалко оставлять. Такой большой. Крупный. И просто я не достану. 4 метра высотой. Никак. Ну никак. Скажем, если летом собирать, быстренько можно там лестницу прибить. Какой-нибудь, что-нибудь придумать. На скорую руку. Даже лестницу. А здесь... Да, еще метр. Так, ладно. Посмотрим, что тут у нас. Чага или нет. Непонятно, что тут.
не просто дается. Зависла она. В таких, как сказать, в таких чагах очень много вот этой коричневой. Прям офигеть много. Какой нарост интересный, конечно. Вот такая вот шматки такие. Вот. Надо еще чистить прям с древесиной как-то идут они. Странные чаги, но. О, еще один. Вот. Чистим. Хороший, как полено. Как полено. А тот не достай. Вот такие вот они. Коричневый слой здесь побольше. Вот видите. Вот эта труха, это все убирается. Минимум остается, но бывает местами вообще невозможно чистить. А вот эта коричневая часть, она хорошая. Вот, это. Считай, где-то с этого полена, если он килограмм, с этого килограмма чистишь, и получается у тебя 300 грамм. Хорошей чаги, 300 грамм. 300 грамм после сушки, из 300 грамм остается, наверное, 120 грамм уже сухой хорошей чаги. Вот представляете, вот для, включайте калькулятор, скажем, килограмм, из килограмма 120 грамм выходит хорошая чага. Хорошая настоящая чага. Без трухи, чищенная, сухая. 120 грамм из килограмма. Вот. Потому что некоторые думают, что, скажем, вот собрал я 50 килограмм чаги, и из 50 килограмм там все хорошее. Да там, наверное, 2% только хорошей чаги. И так прикинул, вот сбор чаги, чистка, сушка, пересылка там, но выгоды я особо и не чувствую вообще. Так что лучше взять, собрать, оптом сдать по возможности. И также подзаработаешь хоть немножко. Ну и возни совсем минимум. А с чисткой, если по-настоящему чистить и высушить, ну, я вам посчитал, сколько это выходит. С килограмма 120 грамм. Вот так. Ну, уже что-то, уже. Вот, если бы, ребят, если вот вон ту чагу еще удалось бы взять, ну вот, тогда уже шикарно, уже вес получилось бы. Ладно, оставим для других. Может, кто-то будет проходить там, возьмет, лестницу сделает, что-нибудь придумает. Но реально чага прям идеальная, шикарная чага там. Короче, перехвалил я свой геотрекер. Сегодня я включал запись, у меня ничего не записывало. Темный экран, вот по-новому запись включил, 41 секунда уже идет. Ничего не показывает, карты нету, ничего нету. Вот и все. Капец. Не знаю, что произошло.
Вроде все работало. Дома надо еще проверить, может обновить надо. Ничего не показывает. Такое хорошее приложение и не работает сегодня. Почему так? Тут идет какая-то тропа. Не-то ягоды собирать, не-то промысловая тропа какая-то у охотника. Слева речка. А я вышел на сосновый бор. Тут сосновый лес. Блин, вообще не нравится это. О! Подожди. Тут избушка. Вот это поворот. Избушка, ребят, чья-то. С трубой, все хорошо. Живая изба. Че вам за ракерка? Надо посмотреть, ребята. Надо глянуть, как живут в этих местах люди, чем дышат. Вот такая избушка, ребят. На сосновом бору у реки. Так на лодке проедешь, не увидишь. И я вот так тоже включился, случайно наткнулся на эту избушку. Заметьте, зрители мои, единственный заяц, это здесь, наверное, хозяин этой избушки. Смотрите, не боится, следы, тык-тык-тык, проходил тут сюда, чуть ли в избушку не заходил ночевать. Че там за ракерка? Вот такая дверь из досок, немножко разбита. Здесь много, видно, стреляли, из пули стреляли, вон. И из дроби. Ну, откуда-то оттуда пристрелка. Вот тоже из пули стреляли. Это нормально. Это нормально, я вам скажу. Вот так вот. Че вам за ракерка? Так он выглядит. Изба добротная, крыша хорошая. Дрова вам заготовлены. Дровишки. Вот. Тут какие-то приспособы железные. Даже не знаю, для чего это. Для рыбалки, может, какую-то преграду. Или же, не знаю, вот надо поспрашивать у наших нившерских. Может, чистить ягоды, не знаю. Ой, конечно, тут темно. Темно. Че вам за ракерка? Не видно ни хрена, наверное, будет. Сейчас фонарик, если не знаю, что-то изменится. Вряд ли, конечно. Вот так. Кирпичная печка. Там, конечно, бревно уже все сгнило. Сгнило. Вон даже видно, как идет вся земля и этот с чердака. Вот такая, да, но она уже не жилая изба. Что-то не ахти так себе. А здесь ничего нету. Там полка небольшая. Нары. Ну, матрасы так даже не повесили, ничего. Хозяин мало, наверное, сюда уже ходит. Надписи всякие разные. Паша плюс Маша. Паша плюс Маша. Вы кто? Кто вы? Мея. Вот такая Аня. 2808. ТК. Вот такие вот. Здесь такой. Ой, очень дымит, наверное, печка, потому что вся стена прям в дыму. И вплотную, как сказать, вплотную сделана печка к срубу. Я бы вместо этого хозяина нафиг это выбросил бы эти кирпичи, поставил хорошую буржуйку. Если снижер хозяин еще жив, пусть ко мне обратится, я объясню, как нормальную печку сделать, буржуйку, и будете в тепле жить, спать, ночевать, отдыхать. Вот сейчас вот я сейчас, вот для примера, вот я сейчас надумаю здесь вот чай скипятить, там погреться, и эту печку до утра мне придется топить, греть, а буржуйка за 10 минут у вас нагревается. Вот так вот. Так что там плохая картина. Видно, что уже все. Там доски сгнили. Вода идет и гниет все.
Хорошо, что вот двери не закрывают, это молодцы. Это я прям плюс, большой плюс. Хоть пусть проветривается, и это хорошо. А в остальном нормальная избушка. Доски, ой, потолок из горбыля сделано, полугорбыль там, всяко разные. Рубероидом закрыты. Отлично. Самое главное, чтобы отремонтировали эту, ну, эту кирпичную печку просто выкинули отсюда и обложили железную печку, и будет счастье в этой избе. А хотя тоже надо уже, наверное, кофе попить. Давайте заодно я кофе здесь попью. Сейчас, ребят, я кофе попью. Конечно, обзоры я делал изб и дальше буду делать. Координаты никогда я вам не расскажу, не скажу, не спрашивайте, бесполезно. Название даже этой реки я озвучивать не стану. Кто догадывается, лучше молчите. Держите, вот, научитесь держать язык за зубами. Не надо на все обозрение там все рассказывать. Вот ты там был, там еще что-то там был и был. Если кому что, кто-то узнал эти места, кто-то хочет что-то написать, пишите мне лично. А не надо на весь мир там озвучивать что-то. Обзоры будут. Конечно же будут. Надо посмотреть избушку там. И, как сказать, что в избе нового, может, увижу. Может, я что-то посоветую. Конечно же, изб еще очень много будет в наших походах. Кофе с молоком. Вот я, как сказать, хожу, скажем, на реке, там где-то охочусь или рыбачу, и время от времени там пишут название реки. Не надо писать, не надо. Я такие комментарии просто удаляю. Не хочу я афишировать ничего. Я просто иду, показываю природу. Где-то увидел избу, избушку показал, но не озвучивая, где она находится. Зритель, конечно же, узнает, некоторые зрители, эту избушку. И обязательно мне напишите, или если с нашего села там надо бы, конечно, поговорить с таким, как сказать, хозяином этой избы насчет печки. Вот, не думал. Но значит, здесь изба, значит, частенько тоже избы здесь стоят. По этой реке я, можно сказать, не ходил, не знаю эти места. Не знаю, что там, какой лес, насколько большой этот сосновый лес, участок. Не могу сказать. Сейчас еще пройду где-то с полкилометра, наверное, по этому берегу. Если что, или перейду на другой берег, или же обратно уже пойду. Просто здесь чаги нету. Много надо ходить. Здесь еще вот горбыли. Вот видно, что хозяин, как сказать, не еще поддерживает избушку, потому что вот эти доски, они сложены вот, не раскиданы где-то вот, просто лежат, если на земле. Это уже говорит о том, что все, изба обречена. А это говорит о том, что вот на будущее от дождя он спрятал. И рано или поздно эти доски в ход пойдут на ремонт или что-то еще построить там. Где-то, может, будку для собаки, или же амбар, или все что угодно. Решетка для чего? Интересно. Просто интересно. Мне попадалась еще такая вот конструкция. Может, ягоды как-то чистят этим, клюкву. Или для чего, может быть, еще. Или для рыбалки. Может быть, даже для рыбалки. Вот так. Такой небольшой обзор очередной избы. Конечно же, я сюда ходить не стану, ночевать здесь не буду. Это мне не по пути. Я вырос, воспитан по-другому, и в других местах охочусь, рыбачу. И сюда просто меня
физически не тянет в эту сторону, физически не тянет. Это как бы для меня чужое. Это... И я себя здесь чувствую как-то чужим. Ну, может, хочется по этой реке еще тоже как бы, как сказать, покататься, поездить на лодке и походы. Вы даже не представляете, какая это большая река, во-первых, и столько интересного на этой реке, очень. Но не знаю, когда это у меня созрею для этих походов дальних. Да, и нужен здесь мне напарник. Без этого я просто буду блуждать. Здесь нужен мне какой-то вот путеводитель, что ли. Кто знает эту речку, эти места. И вот. Ладно. Поболтал и дальше путь. Спасибо, изба. Все хорошо, надеюсь, еще будет стоять. Сруб хороший. Крышу здесь надо подлатать. И эта изба еще 100 лет прослужит. Просто жалко, вот когда вот хозяин умирает или же никому не передает свою избу, и он просто изба гниет. А когда вот продал бы кому-нибудь, просто он уже, скажем, он болеет или же уже постарел, просто взять и продать. Вот. Покупатель всегда найдется избушки. Покупатель всегда найдется, вот ты продал, немножко подзаработал, и новый хозяин уже 100% что-то сделает. Может, разберет, новую избушку поставит. Или же вот этот. Здесь 2 штуки надо сделать. Новую печку и новую крышу. Все. Новые нары, стены немножко там побелить, там он черный. Может, один венец там снизу поменять. Это не проблема. Венцы менять. Видели в мои фильмы. Я менял один. Да никто мне не нужен. Все сделаю один. Пока есть силы, возможность, буду делать. Не будет силы, не будет походов. Все остановится и забудется. А сейчас пока ходим походы. Узнаем новые места. Ставим лайки, смотрим дальше. А я сейчас одену лыжи и буду думать, куда дальше идти. Хотя время есть еще. Еще пол рюкзака надо собрать еще. Чтобы еле-еле шел вот такой. Один рюкзак хотя бы так собрать и все. Много сегодня не удастся собрать, но один рюкзак, если наберем, это уже результат. Давайте еще снаружи посмотрим. Ситуация тут. Крыша тут, конечно, действительно нуждается в ремонте. Сруб просто идеальный. Углы не гнилые, ничего. Все хорошо. Так что избушка еще. Второе окно нужно. Второе окно. Одно окно маленькое. Окно надо, как у нас в селе, в домах, большое окно. Желательно 2. Чтобы в избушке светлее было. Не, сруб хороший. Даже нижние венцы еще пока, в принципе, менять-то не надо. Приподнять надо, в углы там что-нибудь подложить. И все. И все. Не надо там утеплять нижние венцы. Ничего страшного нету. Зимой можно снегом там закрыть. И все, без проблем. А летом открыть. От комаров что-нибудь там. Можно и какую-нибудь пленку временно поставить. Ну, как я делаю на первой избе. Чтобы дышала изба. Нижние венцы не надо закрывать, чтобы ветер гулял, дышала изба. Вот такие дела. Не знаю, может сегодня я еще тут буду проходить, а может и нет. Хрен пойми, куда я иду. Где лучше идти. Посмотрим.